не даст вот этим авторитарным диктатурам каримовским, да, это вот эта херню, сейчас Мирзияев там, да, Тукайка, Мамали Рахмон, хайванский, таджикский, черт. Вот этого не должно быть у нас. Вот именно я говорю, что 3 года менеджер приходит, 3 года менеджер, это президент. Все, не будет как Трамп. Не будет нахрен. У нас примерно как Европа будет. Вот в Европе постоянно, и в Норвегии, везде я видел, одни только эти, вот эти продвигатели, ну так скажем, работник. Пришел, отрабанил, ушел. Все. Это Столтенберг был. Помните, Столтенберг? Офигенный был. Потом после него пришла эта овца жирная, свинья, это нацистка, пришла в Норвегию. Все обосрала. Все обосрала. После этого, понимаете? Вот так не должно быть. У нас должно быть конкретно так. Ищил, да, кто-то президент, понимаете? Просто он контролируемое лицо будет. А над ним контролирует будет парламент. Вот так должно быть. Не как Грузия, Продажные шкуры, как Грузии, не нужны нам. Нас никто не будет покупать. Мы нигде никому не будем продаваться. Bütün boyluk Башкортстанда, Татарстан içinde bizge kimge satılır kabul. Bütün evler bizniki. Kimge sen satılasın. Bütün devlet bizniki. Biz birbirinden взятковыми сотовыми, нахрен нам надо. Ничего не надо нам, понимаете? Перекупить нас невозможно будет. Нам не нужно это перекупание нас. Понимаете, вот в чем прикол. Но заставить нас захотят. Заставить захотят. Всякими движениями подобие Трампа там скажет, вот это закручу. Да пошел нахрен, Закрутит он, Вот как раз, когда они будут закручивать что-то, как раз таки я из той категории. Почему я говорю, что Азию мы должны, как говорится, совместить вместе. 5-6 вот этих государств, которые я постоянно повторяю, мы будем вместе. Нам не нужна вот эта странный Туран, Эртугрулы, всякие черти, не нужны нам они, Нам нужно свое Туганлы, Кырда, Яшаган, Халыклар, мы будем делать общие какие-то движухи. Вот и все. Да, сейчас. Гражданское общество должно активно участвовать в политике. Вот, самое ключевое слово. Bütün халык должны быть политики, головой засунуты. Эбиседа, бабаеда, бютунысы должны быть начитаны и так далее. Почему я говорю это? Возвращаясь к нашим временам. Бабушек, дедушек мы уже похоронили. Остаются родители. Но и родители уже научились пользоваться телефонами. Значит, мы уже в 21 веке. Значит, 21 век тага кешеляр кола. Значит, мы все, хочешь не хочешь, будем иметь доступ в интернет, уметь и знать. Значит, легко быть политиканом. Легко быть вот таким, как я, допустим, говорящим. Головой, так скажем. Короче говоря, любой может открыть себе Google, посмотреть, что происходит. Все, вот так. Все должно быть открыто. Башкортостанда, Татарстанда, все телевидение, все радио будет открытым. Что-то не нравилось, пошел на радио, пожаловался, сказал, услышали. Даже это не надо, я в других эфирах всегда говорил. Написали прямой парламент письмо, и письмо должно дойти. Почта работать должны 24/7, Ежесекундно почта должна ходить, Быстро должна находить, Почта. Любая, бумажная, электронная, любая почта. Вот что такое цивилизация. Нам не нужны эти узкие миры, где воруется почта, не доходит, или там срывает в тюрьмах, открывает, читает, нельзя, типа Навальному писать письмо, сдохло. Понимаете, вот примерно вот этого не должно быть. Поэтому все должно быть открыто. Открыто для народа. Да, я, может, больно такие вещи говорю, это неисполнимые вещи, я говорю, но мы к этому идем. Мы должны это сделать. Без Алладан Куркан бәндәләр булса, без шуны эшләябез, эшлибез и эшләргә тиешбез. Хәләллек кертәбез без Башкортстанда, Татарстанда. Беренче урында хәләллек була бездә. Бездә гөнаһ, как говорится, эшләү без өчен самый первый косяк булачак. Менә шул Башкортстан белән Татарстанда гөнаһ эшләү. Именно үзеңне дәүләтең өчен. Где-то там что-то сделал, допустим, ударил кого-то или там чпокнул кого-то, убил в конце концов. Это просто статья, короче, все понятно это понятное дело. Но вот продажность и коррупция против государства, это все, это будет пипец этому человеку. Вот эта тема, грязь, вот этот харамлов, да, так скажем, вот эта тема, именно, оно будет вообще караться конкретно. Вот примерно так я излагаю, да, косяки людей, что дисбаланса не должно быть. Вот, допустим, вот опять напоминаю Эрдогана со своим оппонентом. У нас не должно такого быть. У нас президентского оппонента помимо, вообще во сне у вас не должно быть даже. Не будет парламент. Вот парламент, который будет контролировать это, а президента вставлять будет народ. Вот именно тот народ, который будет избирать этого президента, понимаете? Вот он и будет ставить. Ну, еще раз, для тех, кто новенький здесь, повторюсь, как оно будет происходить. В каждом кантоне, если вот Габасов говорит, на кантоны будем делить, ну, фиг с ним. Я даже канал открыл, кантон 2025. Подписывайтесь туда тоже. Короче говоря, кантоны, если мы разделять будем, значит, у нас кантоны будут огромные. Кантоны будем увеличивать. Поменьше, которые сейчас, мы их добавим, увеличим до такого варианта, что, может быть, полностью, допустим, Уфимский регион, это будет один кантон. Примерно. Уфимская вся, вот это полушарие. Каранда, Ушалинский, одно. Миас, тоже внутри этого будет все. Челябинск, это один кантон будет. Кантоны вот такие сделаем, это как раз окажется как Штаты в Америке. В Перми, допустим, Пермь на 4 поделим, сразу на 4 пирог поделим, 4 кантона в Перми будет. В Коми там тоже какие-то кантоны будут, допустим, еще Коми, Узенада, в Ненеции также, Ненеции тоже кантоны будут. Ненеции своя территория будет, и еще наша территория кантонская будет. Вот мы поделим его на большие кантоны, не маленькие, которые сейчас, точнее, в прошлом были, а огромные кантоны, которые там как раз будут образовываться президенты. Короче, вот этот кантон избирает 1 год, второй кантон 3-й год избирает. Вот так каждые 3 года каждый кантон будет избирать президента своего. Вот так будет. Само собой, президент будет башкорт или татар, крайняк. А так постоянно Башкортостанда башкорт болар атыш. Татар вообще болмас атыш президентом. Потому что опять будет война, опять будет вот это национализм, опять какая-то хрень будет. Поэтому Башкортостанда президент һәр вакыт булачак башкорт. Мына кырда утырганнар, анда йөргәннәр татар булырга может. Потому что он укырга может и так далее. Это не будет, нацизм в этом теме не должно быть вообще. Там не должно быть от башкорта излагаться, что бар казанга кайтып кит нахрен. Такого не должно быть. Такого не. Уже Алфинов такой сказал, уже такой хрень ляпнул. Украина хәзер. Кара халганда, да, блин. Он уже андый хәл булмаячак. Башкорт белән татар күтен кысы шунда яшәшән инде. Потому что мин дә шул Башкортстан татары, Башкортстан башкорта мин дә шунда. Үзбәк ханым булса да. Понимаете? Я куда меня вы отправите? Рязань, что ли, меня отправить? Или куда, я не знаю. Примерно вот так, понимаете? Поэтому, исходя от этого, мы должны башкорт белән татар мәхкәм булырга тиешбез. Мәхкәм, урыска каршы. Урыска каршы. Безнең башка дошман, урыстан, бу дөньяда юк. Европейцы безгә дошман түгел. Мы даже знать не знаем нахрен, блядь. Американцев вообще по данным нахрен не знаем никого. Поэтому безнең дошман урыс. Сильно как раз таки куршин душман. Твой сосед, твой душман. Поэтому мы обязательно, говорится, должны над этим поставить точку от этого ужаса. Сейчас прочитаю комментарий. Пойдем потом слушать сейчас комментарий. Я просто не хочу обидеть человека. Так.
Так, вот это политики, да? Вы хотите Татарстан отдельно и Башкортостан отдельно или татаро-башкирское государство? Йо, Татарстан отдельно должен быть, Башкортостан отдельно, потому что война будет опять. Татарстан будет строить свою республику. Но, без узкого мира, блин. Не дай Аллах там опять какой-то узкий мир. Крещение, блин, вот это, блин. Пипец. Башкортостан сразу восстанет и кутлярик заберешь. Сразу, блин. Поэтому татаро-башкирская вот это не будет. Но дружба будет, само собой, однозначно. Войска будут общие. По периметру, я в других эфирах говорил, по периметру Челябинска и край, короче, Чувашии, это все будет башкор-татарлар тавашак. А мы на уртада, башкор татарна уртасында, улайшак, общая армия. Это как будто бы мини-ЕС, мини-Европейский Союз будет. Только Башкор-Татар-Союз Балашак нашественно. Для общего защиты. Для общего защиты. Вдруг какая-то сволочь в виде Китая захочет тапочками накидать нас нахрен, блин, своими пластиковыми. Или там еще какая-то мразь какая-то припрется, блин, ниоткуда, инопланетяне какие-то. Вот для этого у нас должна быть общая армия. Общая армия, которая будет обеспечиваться с двух сторон. Сливание бабла будет в одну тему. Как раз таки, опять-таки возвращаясь вот этим полезным ископаемым, как Габасов говорил, как раз, да, там будет кто-то все там рулить будет, там должен сделать красиво и так далее. Нет, видите как? Не получается, да, и там получается какая-то Рено, допустим, красоту должен наводить. А тогда в армии, тогда откуда будут собраться деньги в армию, если там кто-то должен, ну, понимаете, опять упираемся в государство. Государство будет все это делать. Бабки государство будет брать, хрен знает откуда, нам пофиг, где будет он брать. Но армия должна быть железобетонно обеспечена. Не так, что в портянках, вонючих, блин, и кирзачах, блин, как в узком мире. Не должно быть. Бетонные с шиком кинергатишля. По погоде, по сезону, по периметру, по цвету погоды, по природе, бетон, четко был рапиш, бушлат, бетон, четко бетон был рапиш. И вот таким образом это обеспечивается от государства Башкортостана и Татарстана. Вот так должно быть, а не так из неба бабки оттуда. Или там скидывайтесь на войну, купите там это, портянки туда, скиньтесь, да? Из как остров района нам скидывается там соленые огурцы и так далее, там, или мангалы варят там. Вот этого не должно быть, это идиотизм полный. От народа в армию ничего не будет расходоваться. От народа в армию то, что может расходоваться сделаться, это только СМС из дома, трата за интернет. И СМС солдату, у которого будет тоже сотовый телефон. И никто у него сотовый телефон в армии отбирать не будет. И он 24/7 может общаться с родными. Проблем не будет. И никакие казармы падать не будет, как на моего земляка Рустама ноги оторвало ему. Да, антипампутировали. Инвалид Рустам. Хоть и Манкурт, конечно. Но Манкурт, оторвала-то армия. И никто ему ничего не сказал, не сделал, как говорится. Что ему сделали? Ноги сделали. Все, пиздец железный. И поэтому, как говорится, вот эти казармы, вот эти всякие, хрень вот эта гнилая, не должна быть, все уничтожено. Должно быть все взорвать, построить новые казармы, и везде будет чики-пики должны быть. Как раз таки казарма Башкортостана, Татарстана, Уртасанда, от звонка, начиная с территории Казахстана, вот, начало, да, и пошло до конца, до океана, посередине должно проходить само собой, там Удмуртия есть еще, обойдем его, и дальше пойдем. Вот, короче, где можно казармы, там и будем строить казармы подобие башни. Понимаете? Казарма, башня, как это? Слобода. Узкожопая слобода, но только будет татарская слобода и башкирская слобода. Как они называли свои вышки, я так понял, по истории. Так, сейчас прочитаю комментарий. А какие 5-6 государств вы имеете в виду, с которыми вы хотите дружить, сотрудничать? Это Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, если захочет, они и Афган. Вот, примерно вот это. Афган тоже мы будем подтягивать, если они захотят, свой тупойский узкий мир, если они бросят, само собой мы их заставим бросить. И вот с ними мы будем, как говорится, строить какие-то дела. Какие дела? Само собой, помогать. Помогать им, нам помогать будут они. Производство, вот это все, понимаете? Фабрики, заводы общие какие-то. И само собой, как раз сегодня я услышал одну вещь, Узбекистан хочет сделать атомную электростанцию. Казахстан вроде мутит уже, и Узбекистан захотел сделать, потому что 81 тысяча миллиард киловатт тратится в это время, а потом они увеличат до 121, что ли, 120 чего-то там хотят увеличить, чтобы Узбекистан не нуждался в электричестве, я так понял. А БСД, Башкортостанда, атомная станция была, не электричество только, а полностью атомные боеголовки, военная техника. Вот эта тема должна быть. И это мы должны будем строить, я не знаю, предполагаю, если у Макрона, как говорится, жопа жим-жим не будет делать, духа хватит, мы с ними будем эту тему делать. Если Макрон захочет нам добро свое дать, мы с ними заключим договор, пусть макронские атомные головки, так скажем, не кукейские головки, а атомные именно головки поставлялись в Башкортостан. Башкортостан будет, как говорится, держать положение этого региона. Почему? Потому что без там будет спокойствия не будет, да? Пока все равно Москва там свой желчь, не извергнет, лет 100 ему надо будет, чтобы он остыл, этот черт, московский вулкан. Поэтому без атомная станция, военная вот это, я не знаю, как это называется, ракеты, атомные, нужны нам будет, завод этот атомный завод нам нужен будет, военный. Не знаю, как это правильно назвать, сейчас, пошла. Короче, шулай, Дуслар. Поэтому само собой, какой-то защита нам надо будет. Само собой, это другая тема, я уже говорил об этом. Раздербанить военную часть всей России, само собой, это будет. Это с Кавказом, и с всеми другими регионами, которые отделятся, и Бурятия и так далее, мы будем делить всю военную технику. Москва, кукейм. Москва как кукейм, фигушки. Москвичам, пусть они будут учиться ходить в горшок заново, торф гонять, туда-сюда, на тележках сжигать. Вот примерно они будут в таком пещерном виде они жить. Мы им создадим пещерный образ жизни. Вот как они создали Украину, уничтожив пол-Украины, и то же самое мы сделаем. Для этого, как говорится, мы здесь и идем к этому. Другого варианта для них нет. Сейчас дочитаю сейчас. И его надо слушать сейчас. Так, ага. 5-6 государств, это Галичина, отдельно Киев, отдельно Ивина, Франковская область, отдельно будет. Украина полностью, и Москва тоже будет Украиной. Иншаллах, мы сделаем так. Что такое кантоны? Кантоны это типа, как коммуна. Вот в Норвегии коммуна называется, коммуна это типа районы, да? Области. Область можно назвать, наверное. Кантоны это как бы разделение деревень и городов в одну целую. Типа штаты. Кантон это штаты. Коммуна в Норвегии коммуна называется, вот я коммуне какой-то жил там. Коммуна называется там. Коммуна Осло, там коммуна, короче. Типа сельсовет, не сельсовет, а вот один общий какую-то землю разделяешь, и вот это становится кантон, Кантон Антон Диабезмана разницы нету. Главное, имеется в виду,
Надо так сделать удобно, да, разделить Башкортостан удобно на какие-то районы, чтобы, в конце концов, забыть этот узкий мир. Допустим, Болгар Шапай ауылынан. Шапаев кто такой вообще, блин? Какого хрена Башкортостанда Шапаев ауылы бар? Мына шундай ауылдардан құтылырға керек бізге. Не должно быть у нас, Башкортостанда һәм Татарстанда, урыс исемле ауыллар. Бер кайда да. Александровка, Чесноковка, Пресноковка, әллә нәрсә. До хрена хлама какого-то не должно быть. Бүтін исемлер алмаша. Все, это безоговорочно, это мы должны будем